Ey yori canım, şirin zabane man, dardat ba canım, kandula bane man. Ey yori canım, şirin zabane man, dardat ba canım, kandula bane man. Да, друзья, вы Какая не ослышались. прелесть, Чоршанбе Ловатов прямо сейчас у нас в эфирной студии. Чоршанбе, привет, доброе утро, рада тебя видеть. Доброе утро всем, я тоже рад вас очень видеть. Доброе утро, Таджикистан. Еще раз, это третий час утреннего камбэк-шоу на радио Азия Плюс. Бахан Азербаев и Дарья Христолюбова в студии. С нами сегодня, да, именно он, красавчик, талантливый, замечательный, бодрый с утра пораньше, Чоршанбе Ловатов. Еще раз привет. Привет. Итак, впервые твое имя мы услышали в 2019 году, когда ты стал победителем музыкальной премии «Боба», который проводил культурный центр «Бактрия». Помнишь, да, этот момент наверняка? Да. Да, совсем немного времени прошло, и ты вновь становишься победителем, но уже более глобальным, масштабным победителем Central Asia's Got Talent первый сезон. Это было чудесно. Сам ожидал? Спасибо еще раз всем доброе утро, и вам тоже. Доброе утро. Если честно, я думаю, никто не ожидал, чтобы все те участники, которые там были, они все хотели, чтобы все стали победителями. И я тоже в том числе очень хотел стать победителем. Но, конечно, я не ожидал. Но я очень усердно работал и очень хотел, чтобы я стал победителем. Но мы были очень рады, когда ты одержал победу. Мы ликовали здесь не только в эфирной студии, но и вообще всей медиагруппой Азия Плюс. Сейчас, кстати, запущен второй сезон Central Asia's Got Talent, и мы знаем, что ты был в составе жюри во время кастингов. Да, кстати. Было дело. Да, это было недавно, и меня пригласили в качестве жюри в составе кастинга, чтобы отобрали участников. Лучших претендентов, да. И каково было вот быть по другую сторону теперь баррикад? Да, все мне задали этот вопрос, это очень круто, если честно, там себя уже чувствуешь по-другому, у тебя ответственность на тебя. И я посидел, выбрал, и они как зашли, участники, все смотрели на меня, и, вы здесь? Я говорю, да, давайте. Не ожидали пойте. увидеть. Да. Сколько человек в итоге отобрали, сколько человек, получается, будет участвовать в основной программе Таджикистана? В этом году участников было очень мало, я не знаю, почему это. Я некоторых своих знакомых спросил, которые музыканты, такие талантливые люди. Я говорю, почему вы не участвовали? Они говорят, что мы не знали. Я говорю, вроде рекламировали очень хорошо, поэтому в этом году немного участников было мало, но проходит, наверное, где-то 10 или 15. А когда сами основные съемки начнутся, вот именно уже здесь, в Душанбе? Основные съемки в этом году в Душанбе не будут, они будут в Казахстане. Сразу там уже? Сразу там, да, и уже на днях, я думаю, те, кто прошли в первом туре, они уже уедут туда и будут показать свой талант. Чорш, а было такое, что вот выходит парень, стесняется, переживает, и ты вспоминаешь, как ты был на этой сцене и также дрожал, может быть, нервничал? Были такие, но я вот скажу заранее, что это очень некрасиво, а это очень неправильно, потому что там жюри сидят, я свой, я там сидел, я понимал, да, что у нас есть такие люди, у них талант такой хороший, но они стесняются иногда, а им это не нравится, они говорят, а ты куда пришел? Нам нужен харизма, нам нужен артистизм, нам не нужен твой талант, во-первых, нам нужен артистизм, как ты себя подаешь, как ты себя ведешь на сцене. Были такие люди, которые один парнишка, я помню, он очень хорошо спел, но он даже разговаривать боялся, да, он молчит, а я с ним разговариваю, он тоже даже на таджикском молчит, и они говорят, так не надо себя вести, ты должен так разговаривать, так себя подавать, чтобы мы все вау. Излучали уверенность, излучали уверенность. Это очень важно. В итоге он прошел, этот парнишка, или его забраковали? Я думаю, он прошел.
Потому что в те дни, которые были кастинг, они не смогли как бы сказать, что ты прошел или нет. Они потом выяснили, кто проходит, потом им позвонят, что вот вы, допустим, прошли. А давал какие-нибудь советы молодым ребятам? Да, кстати, очень мне много позвонили, очень много написали, что нам делать, как нам делать, чтобы... Я говорю, что вам делать? Вам нужно усердно поработать, быть готовым и идти, показать себя, все. Когда съемки в Казахстане намечаются? До Нового года? До Нового года, да, уже, я думаю, на днях будут уже. То есть наши ребята поедут туда и будут уже бороться, это как финал получается, да? Нет, это уже первый тур отборочный, уже там, где сидят жюри Ситора, Акай Алаувидин. Алаувидин тоже от нас будет представлять нашу страну в качестве судей. Отлично. Ну, давай все-таки, наверное, вернемся к твоему вот этому прошлому, где ты стал победителем. Ты в первом туре здесь у нас в Душанбе получил золотую кнопку, еще даже не допев песню. Мы это все прекрасно помним, да. То есть и автоматически, получается, тебе не нужно было проходить, если я все правильно понимаю, другие этапы, ты сразу автоматом поехал в финал. Вот эти вот ощущения, то есть мы, знаешь, когда к нам приходил организатор, я не помню, как его зовут, к сожалению, с Казахстана, который был ведущим церемонии в Казахстане финала. Серик, да, спасибо, Серик его звали. Так вот он, когда приходил к нам на эфир, я у него спросил, говорю, как так? У нас, говорю, население в Таджикистане очень мало, да, то есть, говорю, даже если мы все по 2-3 раза проголосуем, то есть население Казахстана же, оно больше, в любом случае получится так, что из Казахстана представитель победит. Он говорит, нет, мы будем считать в процентном соотношении. Да. То есть, и вот таким вот образом Чоршанбе Алуватов стал у нас первым победителем Central Asia's Got Talent первого сезона. Мы тебя еще раз с этим поздравляем. Но вот если показывали тебе статистику по поводу голосования, были ли из других стран люди, которые голосовали за тебя, или ты не в курсе, не владеешь этой информацией? Если честно, они, показали. Там самые, большие голоса с Казахстана были. Серьезно? Да, потом, поразил. С Кыргызстана, потом с Узбекистана, потом с Таджикистана. То есть мы меньше всех за тебя голосовали, получается? Ну, это из-за того, что нас мало. Поменьше. Да, поменьше. Вот, поэтому. Они все в шоке были. Они говорят, как Казахстан, как Узбекистан, как Кыргызстан за тебя голоса. Я говорю, вот так. Везде есть связи. Талант. Конечно же, это талант. Но вот смотри, после этого выступления, после победы, на тебя свалилась, обрушилась эта слава. То есть тебя стали узнавать на улицах, к тебе наверняка стали подходить, кто-то автограф просил. Как ты все это воспринимал? Если честно, наверное, всегда хотел этого, и я как-то готовился к этому. Как к этому можно подготовиться? Ну, я знал, что если я буду победителем, то так именно и будет. И поэтому я очень нормально относился к этому. И это очень круто, это такие чувства, я не знаю, как сказать, но когда к тебе подходит, и там селфи, не знаю, автограф и что-то еще, это вообще круто. Мне почему-то кажется, что это в какой-то момент может надоесть. То есть ты не сможешь жить обычной жизнью, да, то есть тебе не будут давать прохода элементарно люди на улице, когда ты будешь, условно говоря, гулять со своими детьми, да, там люди будут подходить и говорить, давайте сфоткаемся, давайте там автограф. Но вот эта вот слава, она крышу не сносит? То есть нет такого, что вот звездная болезнь может появиться? Я думаю, у некоторых бывает так, но я очень себя сдерживал. Я думаю, не надо отпускать себя, поэтому надо себя сдерживать, чтобы у тебя не было этой болезни. А родные не переживали на этот счет, не подходили и не говорили, Чорш, смотри, не зазвездись, оставайся вот таким же парнем, как и был? Мне все так говорят, все родные, близкие, друзья. Пожалуйста, держи себя, не надо этим болезням болеть. Я говорю, я себя держу. Ну вот мы с Чоршанбе достаточно часто пересекаемся на всевозможных мероприятиях, и я вот со своих наблюдений могу сказать, что абсолютно у Чоршанбе нет никакой звездной болезни. Он был простым парнем, классным, еще до премии Боба, до Central Asia's Got Talent, таким и остался. Да, но впереди еще одна премия, ведь Чоршанбе у нас является номинантом на премию музыкальную от Азия Плюс. На Music Award. Ты же уже в курсе, Спасибо. Ты же уже знаешь. Да, я уже знаю, я как узнал, я очень обрадовался, потому что это... Это признание.
я думаю, каждый артист хотел бы этого, эти номинации, эти признания, и я очень благодарен. На самом деле, совсем скоро уже будем подводить музыкальные итоги 2 последних лет. 11 декабря, напомню, в концертном зале Суруш Холл пройдет церемония вручения музыкальной премии Taruna Music Award, и Чоршанбе Аловатов один из номинантов на победу. Есть несколько песен, среди которых сложно выбрать. Вот, Чорш, за последнее время тебе вот из своих вещей что больше всего нравится? Какая песня? За последнее время, вот за эти время я записывал. Ну, я много песен записываю, но мои 2 песни очень стали такие... Хитами настоящими. Да, хитовые, «Масты Туастам» и «Медуньоне», которые все так приняли, и мне тоже они очень понравились. Но вот в плане аранжировки они существенно отличаются вот от той традиционной музыки, которая вообще преобладает у нас здесь в стране, да? То есть это как так? Ты сам музыку писал или ты с кем-то в коллаборации это делал? Потому что аранжировка очень крутая. Вот той песни, которую мы только что слышали, «Медуньоне», там крутая аранжировка. Да, «Медуньоне» очень такая лирическая песня, и аранжировку сделал наш брат Джови Друзеев. Мы с ним совместно свои идеи там вкладывали, и очень хорошо получилось все. Ну да, Джови Друзеев вот за последнее время сделал огромное количество аранжировок многим музыкантам, и его вот этот фирменный стиль, он сразу как-то ощущается. Да, и слушаешь песни, говоришь, ага, вот эти ребята вместе поработали, это классный такой дуэт, или там классное трио, это здорово. У нас есть твоя большая поклонница, наша постоянная слушательница, зовут ее Зивар, она передает тебе привет, доброе утро, Чоршанбе Аловатов, пишет она достаточно часто просит нас поставить твои песни. Спасибо огромное, и вам тоже доброе утро. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Чоршанбе Аловатов. Если у вас есть вопросы нашему гостю, то вы можете присылать их на наш Viber 28-40-107. Совсем скоро к вам вернемся. Оставайтесь на волне 107 FM. Азия Плюс ва Орион Бонг тақдим мекунанд Tarona Music Award 2021 ҳодисаи деринтизор хотирмону шавқангез баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем 11 декабр соати 16 кохи Суруш. шарики кул Орион Бонг, шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар.
Друзья, кто знает, может быть, именно эта песня станет одной из лучших на премии Tarona Music Award. Будем подводить музыкальные итоги совсем скоро. 11 декабря в Суруш-холл пройдет долгожданное музыкальное событие. Раньше мы проводили Суруди Сол, теперь под новым названием Tarona Music Award. Все, кстати, подробности о возможности приобретения билетов вы можете узнать на наших страничках в соцсетях: Facebook, Instagram, Telegram. Ну а прямо сейчас у нас в гостях Чоршамбе Ловатов. Еще раз здравствуй. Здравствуйте. Чорш, сейчас погоди секундочку, перед тем, как мы перейдем к вопросам, я по поводу этой песни хотел сказать. Мы, вот которая только что прозвучала на волне радио Азия Плюс, за эфиром Чоршамбе сказал о том, что эта песня была победителем аж на 3 разных премиях, как самая ротируемая песня на радиостанциях, да? Да. Поздравляем, это прям отличное, крутое достижение. Спасибо. Здорово. Да, и вопрос мой был связан как раз с этим. Как тебе удается делать хиты? То есть многие же музыканты, они одну песню выпускают, вторую, целый альбом, но не заходят. А ты хоп сделал, и все стали танцевать, все стали подпевать, все стали просить поставить ее чем чаще, тем лучше. В чем секрет? Я думаю, здесь секретов тоже есть, но если скажем, что вообще секретов нет, то тоже правильно будет. Потому что, я не знаю, каждый артист, каждый исполнитель, он сам будет чувствовать, эта песня будет такая хитовая или не будет. Вот, допустим, у меня так, если песню я записываю, я как будто я чувствую, что, допустим, эта песня будет хитовая. А сейчас вот такое время, что людям надо такие легкие песни преподнести. Такие, если слова трудные, они не будут запомнить ее. Ну, такие слова легкие, такие веселые, чтобы они ее запоминали, и поэтому из-за этого песня станет хитом. И частичку любви нужно вкладывать. Ну, это без этого не никак. частичку, там огромный вклад. А тексты песен всегда сам пишешь? Тексты песни я тоже пишу. Ну, по-разному бывает. Очень по-разному бывает. Экспериментатор настоящий, вот в плане аранжировки тоже. Мы про «Медонье не говорили», там Джувит Рузиев приложил руку. В этой песне аранжировку ты сам делал? Да, я сам делал. И у тебя новое творение на горизонте. Что это за песня? Да, очень скоро новое. Я сейчас скажу хит. Новый хит. Новая песня очень крутая, очень душевная, очень танцевальная, такая... И легкая, и красивая. Я думаю, не буду ее сейчас спеть. Да, всех секретов пока не надо раскрывать. Я лучше предлагаю. Просто, да, я предлагаю лучше вот как сделать. Как только пройдет наша премия, мы обязательно тебя пригласим в эфир для того, чтобы презентацию сделать здесь у нас, кстати, именно на радио Азия Плюс, а потом запустить ее в ротацию в горячие хиты. Все, обязательно. Чоршамбе, а есть какие-то песни, которые, вот твои песни, которые тебе, не очень нравятся? Да, у меня есть песни, которые... у меня есть альбом уже на всех площадках, но там есть песни, которые мне не так уж нравятся, но я почему-то их записывал. А что с ними не так? Почему они тебе не нравятся? Людям они нравятся, но я не знаю почему, потому что... я же говорю, когда их записывал, я не чувствовал, что они станут хитом. Поэтому... Но тем не менее, ты не хотел ее доработать, может быть, что-то новое в нее привнести. Мы как-то очень душевно их записывали, аранжировку там, все там добавили, все как бы то, что надо было, мы добавили, но как-то они не так уж стали хитом, но они есть на всех площадках. Можно послушать. Да, можете послушать их. Ну вот смотри, у нас недавно в гостях был тоже другой номинант на премию Tarona Music Award, Сафар Мухаммад, да, тоже наш друг, твой друг. Он как раз с Джувитом приходил на эфир, он сказал такую вещь, говорит, если мы понимаем, что песня, не заходит, мы ее просто убираем в долгий ящик, а потом через какое-то время к ней возвращаемся. Почему ты так не делаешь? У меня тоже так, я же не чувствовал ранее, как записывал, я чувствовал, что они как-то не будут хитом, и я их заканчивал и добавил везде, но я потом не стал их еще дорабатывать.
Ну, и стали новых песен, как бы, новые песни записать, и они уже стали хитами. А вот смотри, текст написан, музыка есть, уже подготовлена аранжировка, вроде как надо запускать. Сколько времени обычно проходит до запуска, вот когда ты думаешь, а может быть еще что-то сделать? Да, очень много времени, кстати, проходит, потому что это тоже зависит от аранжировщика. Есть у нас аранжировщики, наши друзья, которые очень тянут время, я не знаю почему. Ну, потом они как заканчивают песню, она просто бомба. Выстреливает Просто, сразу. да, хитом станет. Ну, я не знаю, они... это аранжировка тоже... там есть такие моменты, вот когда тебе что-то приходит, ты вот можешь... Такие фантазии тебе проходят, ты можешь их добавить. А если так сядешь и хочешь что-то делать, так не получится. Поэтому, может, из-за этого очень тянет время как бы. А в чем вообще основной посыл твоего творчества? Что ты хочешь передать своими песнями? Какой главный месседж? Да, ну, все знают, я думаю, я очень хотел, если вот мой жанр это изначально было традиционные песни, народные песни, но я их совмещал, как сказать, Современными современными битами, современными звуками. А сейчас я один раз посидел, подумал, я говорю, ну да, я так сделал, сейчас надо что-то новое сделать. И скоро моя песня, которая выйдет, она вообще совсем по-другому, она в новом формате. Я думаю, это будет очень круто, и это что-то новое. Я вот хочу вот в этом направлении тоже как бы... Я думаю, у нас в Таджикистане еще такое направление не так уж развито, но я очень хочу, чтобы все привыкли, все послушали такие песни и сказали, что да, у нас тоже такое бывает. Ну, прямо я заинтригован, если честно. Что Правда, это за жанр? Да, если посмотреть, послушать твои ранние работы предыдущие, и вот, скажем, допустим, вот две песни, которые мы сегодня слышали, они друг от друга в корне отличаются, да, потому что и там аранжировка другая, там и вот современные биты, как ты говоришь, да, современное звучание. А вот эта вот новая песня, которая будет, она будет еще современнее, Она будет еще современнее, да. Отлично. Итак, друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Чоршанбе Аловатов, номинант на премию Тарана Music Award. Сегодня у нас среда, или, если вы знаете, владеете таджикским, то сегодня у нас Чоршанбе. Да, Чоршанбе в Чоршанбе пришел сегодня на радио Азия Плюс. Если у вас есть вопросы, задавайте их нашему гостю, он с удовольствием на них ответит. Номер вайбера прежний, 28 40107. Мы сейчас вынуждены прерваться, но это будет недолго, поэтому оставайтесь с нами. Азия Плюс ва Орион Бонг тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 Кохи Суруш. шарики кул Орион Бонг. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар.
Азия Плюс ва Орион Бонг тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. Декабр соати 16 Кохи Суруш. шарики кул Орион Бонг. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар. Тарона Music Award Ловатов. И у нас огромное количество сообщений. Песни пишет нам наш слушатель. Будем ждать от вас новую песню. И еще такая приписка. Вы классный актер. Смотрела фильм «Ишк пуль Душанбе». Чоршанбе Алуватов, я вам желаю творческих успехов, побольше хороших песен, побольше прекрасных фильмов про наш любимый город. Это вот от Зивара есть такое послание. От Рухшона есть еще один месседж. Здравствуйте, передайте салом Чоршанбе Алуватову и поздравьте его с Днем флага республики. Я его и ваша фанатка Рухшона с Худжанда. Вот так вот. Спасибо огромное. Да, Ну, а Чоршанбе теперь- везде тебя слушают, везде. Раз уж затронули тему карьеры актерской, давай, наверное, об этом тоже поговорим, потому что многие тебя знают как музыканта, но есть фанаты именно тебя как актера. Ты Да. принял участие в съемках сериала, нашумевшего достаточно, да, у нас на территории Таджикистана, может быть, за пределами. Как ты оказался вообще в этом сериале? Если честно, да, я с детства очень хотел тоже стать актером. У меня был такой талант тоже показать себя как актер. И когда мне режиссер этого фильма Набиджон Пирматов, наш друг хороший, предложил сняться в этом фильме, я очень обрадовался. И я хотел... Я сказал, что да, все, я согласен. Абсолютно То есть не ты не узнал раздумывая. сценарий, какая Я роль? не узнал, да, что у меня будет за роль там. Я говорю, хорошо, я согласен. И я пошел, у меня был роль такой, его друг из Казахстана, который приезжал в Таджикистан, и у него был свой бизнес там туда-сюда, и был очень умным человеком. И вот мне тоже очень понравилась эта роль, и всем понравилось очень. Все сказали, вау, это было круто, мы посмотрели фильм. А насколько сложно вживаться в образ другого человека? Это очень сложно, очень трудно, потому что ты показываешь себя по-другому вообще. Это не ты будешь, это будет за тебя кто-то другое, и это очень трудно. Ну, вот смотри, вот ты музыкант, да, когда ты выходишь на сцену, ты как, грубо говоря, рыба в воде, да, ты знаешь, как себя вести, ты знаешь, как там двигаться, да, как микрофон держать, как исполнять, но вот фильм — это же совершенно другой вид искусства, да, Да, и да. когда на тебя направлена камера, когда стоит огромное количество людей со съемочной площадки, да, вот эта съемочная группа, и тебе говорят, Чоршанбе, нужно изобразить там, ну, вот какое-то действие. Не было момента, что ты начинал смущаться или стесняться, типа, ну, как вдруг не получится, или, может быть, я буду выглядеть как-то странно, вот таких моментов не было? Были, на первые дни были так, что я даже не смог разговаривать. И они говорят, блин, так не пойдет. Я говорю, не, я могу, я смогу, справлюсь. да, я очень хочу этого. Не увольняйте меня. А там еще и платили? Если честно, не платили, потому что я даже об этом тоже не думал. Я говорю, я снимаюсь в фильме и все. И я смотрю, у меня через 2 дня, 3 дня у меня получается. И они говорят, ой, вот так надо, мне вот так нужен. Режиссер говорит, и так я смог как бы сделать это. Но, Чорш, смотри, есть люди, которые годы тратят на то, чтобы обучиться актерскому мастерству, а тебя вот так вот просто взяли и как котенка в речку забросили. Если честно, я себя не хвалю, но вот то, что я делаю, как-то у меня это все получится. Я вот на те же музыкальные инструменты, которые я играю, я почти на всех видах музыкальных инструментов играю, и меня этому никто не научил. Я в колледже искусства учился, но на вокалиста, но на инструментах меня никто не научил играть. Талантливый человек, талантлив во всем. Вот Вот слава так вот. богу. И эта вот поговорка, она очень хорошо применима к нашему сегодняшнему гостю У нас Чоршанбе Алуватову. нигде не завалялся Спасибо. музыкальный инструмент сейчас проверить. Нет, к сожалению. В следующий раз будем, Мы да. скоро переезжаем в новую эфирную студию. У нас там будет отдельное место, прямо в эфирной студии, где у нас будут стоять музыкальные инструменты. И в следующий раз, когда мы тебя позовем к нам в гости, ты уже будешь петь живьем. Договорились? Все, есть. И, Вот. кстати,
кстати, треугольник обязательно захватим, посмотрим. На треугольнике можешь играть? Да, попробую. Ну, это самый сложный вид вообще музыкальных инструментов. Там нужно вовремя вот ударить этой палочкой по этому треугольнику, чтобы... Если честно, я еще не играл на нем, но будем пробовать. Да, ну, давай, наверное, к творчеству вернемся. У тебя планировался концерт сольный, но, к сожалению, по каким-то причинам он отменился. Какие у тебя сейчас творческие планы вот на ближайшее будущее? Может быть, ну, понятно, что сначала у нас идет Торона Music Award, да, наша премия, а потом у тебя планируется все-таки сольный концерт. Потом, да, у меня планируется сольный концерт, потому что мы планировали летом еще эту концерт, но по причинам, как сказать... не связанные с тобой, да? Да, верно, потому что у меня там расходов было очень много. Потому что я вот опять хочу сказать, я хотел сделать концерт вообще в другой формат, который у нас еще не было. Такой концерт. Такой авангардист все время хочет что-то новое и необычное. Хорошо. Да, здорово. Потому что я хотел что-то новое дать, которое зрители потом сказали, вау, что это было вообще? Там, конечно, живой звук, и другие нюансы тоже были, которых мы не смогли. То есть ты имел в виду шоу, да, какое-то другое шоу, сделать? Да, это было все шоу от А до Я должно было. Но еще мы работаем над этим, и дай бог, мы хотим под Навруз, праздник Навруз скоро у нас, и хотим вот в честь этого дня я очень хочу свою сольную концерт, и дай бог у нас получится. Все получится. Вот ты сейчас упомянул по поводу расходов. И я так понимаю, тебе нужны в любом случае спонсоры, которые бы тебе помогли. Давай, наверное, сейчас призовем людей, которые готовы, я не знаю, по чуть-чуть, может быть, скинуться для того, чтобы провести вот это вот супер-мега-шоу, которое будет... Это будет open air или это будет закрытая площадка? Я думаю, это будет в зале, да, закрытая площадка, потому что там живой звук, и надо, чтобы все слышали то, что мы поем, то, что мы скажем. Это будет очень... Я очень хочу, чтобы звук тоже был на высшем уровне, чтобы все почувствовали, да, меня от души. Но мы уверены, что есть люди-профессионалы, которые умеют хорошо отстраивать звук. Да, но я все же призываю людей, у которых, может быть, лишний, может быть, не лишний, но которые готовы помочь, как вот меценатством, да, вложить денежку для того, чтобы Чоршамбе сделал супер-мега крутой сольный концерт, и это будет отличная И я думаю, спонсоры тоже потом скажут, что ой, мы не зря... Все это не зря, потому что это очень другой формат. Мы стали частью, да, чего-то нового. Приблизительно сколько нужно денег? Приблизительно где-то $10 тысяч. Ну, в общем-то, это небольшая сумма. Вот в принципе, нет, у меня этих денег нет. По большому счету, для организации одного огромного, серьезного концерта это небольшие деньги. Я думаю, что, может быть, люди, которые работают в какой-то банковской сфере, еще где-то, бизнесмены, я думаю, они найдутся и помогут. Мы будем об этом тоже в эфире периодически говорить. Помогите, help. Не забывайте, да, про концерт. Он может состояться, но только с вашей помощью. Да. Чоршамбе, с кем бы ты хотел выступить в дуэте? Может быть, из нашей эстрады, а может быть, с кем-то из западных музыкантов. Вот чтобы ты прям вот хочу с ним или с ней. Если честно, спеть дуэт, это очень круто, это очень, как сказать, но для этого... Ну, с Мадиной у тебя был дуэт уже. Был, да. Был. А вот еще с кем-нибудь, может быть... Я бы хотел, не знаю, я со многим хочу спеть дуэт, но для этого нужно найти такую песню, чтобы и мне подходило, и им, чтобы это было все, нам было удобно, я думаю, это получится. Я бы хотел, ну я не знаю, сказать, не сказать. Да, конечно, говори. Уже. Я бы хотел с Шабнамом спеть, потому что я очень уважаю ее творчество, и я думаю, это было бы интересно с ней спеть, потому что, можно сказать, наши жанры похожи чуть-чуть, поэтому и еще с Нигиной будет очень интересно. С Сафар Мухаммадом будет интересно, потому что он вообще в другом сфере, ну, в другом стиле, да. И я в другом, это будет очень такое интересно. Ну, я думаю, будет, почему нет? Так, теперь мы не 10 тысяч собираем, теперь мы собираем гораздо больше, да, чтобы на этой же площадке оказались и другие люди, несмотря на то, что это будет сольник, но чтобы там было несколько тандемов. Да. Ну вот смотри, это вот ты сейчас перечислил людей, которые с нашей эстрады, да, с кем бы ты хотел. А если вот, может быть, российских
русских исполнителей взять или западных? Вот с кем бы ты хотел сыграть, спеть? Еще у нас был проект спеть песню с Ситорой, которая была жюри в этом... С Казахстана? Да, с Узбекистана. С Узбекистана, Она да. и как бы певица, и актриса. У нас был проект такой, спеть песню, которую я уже записывал, «Меду Нионе». Это мы должны были вместе спеть, но там у нее со времени было и у меня тоже, да, и у нас не получилось спеть, но у нас еще есть этот проект, эта идея, которую мы должны сделать, я думаю. Ну, в принципе, что мешает сделать еще одну версию этой песни для того, чтобы на два голоса. Да, второй час. Ну, или эту же песню, но уже ну, это не ремикс, наверное, уже будет, да, это просто другая версия этой песни. Да. Ну, думаю, будет это. Будет обязательно. Да. Ну что ж, пожелаем успехов и будем надеяться, что все твои амбициозные планы, они все-таки будут реализованы, и что касается тандемов, и что касается сольного концерта. Но до этого самое главное, наша музыкальная премия Tarona Music Award. Да, кстати, вот я сейчас еще один случай припомню. Крайнее выступление Чоршанбе, где мы встречались с ним на большой площадке, это был большой фестиваль. И получилось так, что из-за некоторых моментов, которые не зависели от нас, Чоршанбе 3 раза останавливался и не мог допеть свой сет. Мы еще раз приносим извинения за это. Это не наша ошибка, не наша вина, но я понимаю, насколько это некомфортно музыканту, да, когда ты выходишь, начинаешь исполнять, это тебя обрывает, говорят, подожди, не пой. Но то, что касается 11 декабря, я тебе говорю, обещаю прилюдно, что когда на сцену выйдут ведущие и объявят тебя, они тебя не остановят. Ты допоешь ту песню, которую выберем. Что бы ни случилось, да, мы тебя не остановим. Да, я очень надеюсь, потому что в том фестивале, который мы вот еще не выходили на сцену, и я сказал, мы сейчас порвем сцену, взорвем сцену, и это так, и они потом, мы взорвали сцену. Накаркал. В прямом смысле. Да, ну что ж, вот такие вот были пророческие слова. Время в столице 9:55. Это значит, что, к сожалению, нам нужно попрощаться с нашим гостем. Чоршанбе, спасибо тебе большое, что ты пришел. Мы еще раз тебя поздравляем, что ты стал номинантом на нашу премию. Это правда, это достижение, это признание. Спасибо вам тоже. Да, спасибо огромное. Это плоды большого труда. Да. Это значит, очередь. что человек работает. Мы тебе желаем творческих успехов, и обязательно после премии мы тебя еще раз позовем в гости для того, чтобы ты презентовал свою песню. И если это получится так, что это будет в новой эфирной студии, то там ты ее исполнишь живем. Согласен? Спасибо. Договорились. Супер, спасибо большое. Ну и спасибо всем, кто был с нами в рамках не только этого часа, но и на протяжении всего утреннего камбэк-шоу. С удовольствием с вами были Бах Назербаев и Дарья Христолюбова. Услышимся с вами уже завтра. Любим, целуем. Пока. Азия Плюс ва Орион Бонг тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 кохи суруш. шарики кул Орион Бонг. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар.